В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О церкви на высшем уровне. Пресс-служба президента призывает урегулировать внутрицерковные противоречия диалогом. По инициативе Совета старейшин в Очимчире прошла встреча президента с активом района. Осмотрели детей и договорились о сотрудничестве. Итоги научно-практической конференции. Пресс-служба президента распространила заявление, в котором отмечается, что в последнее время обостряется вопрос внутрицерковных взаимоотношений в Абхазии, а в обществе нагнетается напряженность. Абхазия – светское государство, поэтому руководство страны не вмешивается в канонические вопросы. При этом президент, как глава государства, видит своей задачей способствовать максимальной деполитизации церковного вопроса и налаживанию полноценной церковной жизни в стране. Президент полагает, что урегулирование внутрицерковных противоречий в Абхазии возможно лишь на основе диалога священнослужителей и в рамках законодательства и церковных канонов, но никак не путем проведения общественных акций, отмечается в заявлении пресс-службы главы государства. Очевидно, что проведение в церквях общественных собраний, которые многими верующими страны воспринимаются как незаконные, вызванный этим политический резонанс, разрушают основы для диалога священнослужителей, ведут к углублению внутрицерковного раскола и росту напряженности в обществе. В этой связи партиям и общественным организациям целесообразно воздерживаться от призывов и заявлений, которые могут лишь усугубить ситуацию. Новоафонский монастырь не должен быть местом разрастания внутрицерковной распри, которая никому не приносит пользы и оказывает негативное влияние на внутреннее и внешнее положение страны. Считаем, что планируемое проведение собрания граждан в Новоафонском монастыре может негативно сказаться на перспективах преодоления внутрицерковного раскола и налаживанию полноценной церковной жизни, и таким образом войти в противоречие с интересами всей православной общины Абхазии. Это было заявление пресс-службы президента Республики Абхазия. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» призвала проявить политическую волю и решить вопрос о возвращении Новоафонского монастыря Абхазской православной церкви. На заседании Политсовета «Единая Абхазия» была заявлена позиция партии по вопросу взаимоотношений АПЦ и Священной Митрополии Абхазии. Как отметил, открывая заседание председатель партии Сергей Шамба, в связи с предстоящим церковно-народным сходом в Новоафонском монастыре обострились взаимоотношения АПЦ и Священной Митрополии Абхазии. События, которые произошли 5 лет назад, они привели к расколу нашего общества и нашей церкви, что, разумеется, никак не может способствовать нормальной ситуации, как в церкви, так и в стране. Я понимаю стремление отдельных священнослужителей и многих представителей нашего общества иметь автокефальную абхазскую церковь. Но и Абхазская православная церковь стремится к тому же. Более того, она делает реальные шаги на этом пути. Как вы знаете, в 2009 году было принято решение об выходе из грузинской церкви, создании Абхазской православной церкви. Именно такие шаги, которые нацелены на долгий, терпеливый труд, они только и могут привести к этой цели. По результатам заседания Политсовета «Единой Абхазии» было принято заявление с призывом к прекращению провокационных действий и началу диалога, а также поиску решений в рамках существующих канонов православной церкви. Президент Рауль Хаджимба провел встречу с Советом старейшин Очимчирского района. На встрече обсуждались актуальные проблемы общества, которые необходимо решать, объединив весь народ. Это развитие языка, экономики и улучшение демографической ситуации. Как подчеркнул Рауль Хаджимба, многие проблемы решаются сегодня. Есть успехи в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство. Так, например, в Очимчирском районе уже построены тепличные хозяйства. Но чтобы полностью поднять сельхозпроизводство, нужны серьезные вложения. Глава государства также отметил, что необходимо повысить статус Совета старейшин, прислушиваться к его решениям и рекомендациям.
Совет старейшин принял итоговый документ, в котором, в частности, говорится: политические распри мешают единству народа, уважение друг к другу всегда было у абхазов, и это не должно нарушаться. Совет старейшин и интеллигенция Абхазии должны способствовать объединению народа и воспитывать молодежь по абхазским традициям. Расширенный репортаж о встрече президента с Советом старейшин Очемчирского района смотрите сразу после новостей. А накануне президент Рауль Хаджиба посетил с рабочей поездкой Тхуарчалский район. Глава государства обсудил с руководством и общественностью района вопросы благоустройства города. Затрагивалась также тема реконструкции проспекта Ардзанба. По мнению исполняющего обязанности главы администрации Тхуарчалского района Аиды Чачхалия, проект реконструкции проспекта Ардзанба вызвал определенный резонанс в обществе в связи с тем, что он предусматривает вырубку зеленых насаждений. Председатель Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелий Танава выразил надежду на нахождение такого инженерного решения, при котором можно провести необходимые для реконструкции работы и при этом сохранить аллею. Представители общественности города призвали не политизировать данный вопрос и прекратить попытки зарабатывания на этом политических дивидендов. Президент выразил убежденность в том, что будет найдено наиболее целесообразное и приемлемое решение во благо жителей города Тхуарчал. Решение о том, каким станет облик города, должны принимать вы, тхуарчальцы, и в частности жители данной улицы, подчеркнул Рауль Хаджиба. Глава государства отметил, что в том случае, если будет принято решение о вырубке деревьев, вопрос о посадке новых деревьев должен быть решен тхуарчалцами и согласован с экологами. Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Артуром Микваби находилась с официальным визитом в Донецкой Народной Республике, где приняла участие в торжествах, посвященных празднованию второй годовщины образования республики. Глава ДНР Александр Захарченко в ходе торжественного заседания наградил орденами дружбы премьер-министра Абхазии Артура Микваби, министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния и депутата Народного собрания Фазлыбия Авицба. Артур Микваби от имени президента и всего народа Абхазии поздравил жителей ДНР с Днем образования республики. Я когда сюда ехал, имел встречу с нашим президентом. И он попросил меня передать вам искренние поздравления с днем рождения вашей республики. Он еще добавил, что мы очень за вас переживаем и очень хотим, чтобы у вас все получилось. Я поддерживаю эти слова, сказанные. Хочу добавить, что эти слова от души не от только руководства страны, от всего народа Абхазии. У нас много общего с вами, наша история. Мы тоже проходили примерно такой путь. У нас было очень сложно и тяжело. Но если коротко поделиться теми впечатлениями, которые я за эти 2 дня увидел у вас, впечатлил Донецк, чистый, красивый город, впечатлило сегодняшнее единение народа. Александр Владимирович, я рад, что народ поддерживает вас и ваших соратников. Я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы вы дали ответы на все исторические, внутренние и внешние вызовы. Я желаю вашему народу здоровья и процветания. В Музее боевой славы состоялась премьера полнометражного документального фильма «Владислав Ардзанба. Драма победителя» российского режиссера Сергея Русакова. В его создании приняли участие Госфильмофонд России и кинокомпания «Сухумфильм». Для новой абхазской киностудии это первый фильм. Работа над ним продолжалась около 1,5 лет. Авторам фильма удалось собрать интересный исторический материал, получить интервью у видных политических деятелей России и Абхазии и соратников Владислава Григорьевича Ардзанба. На презентации присутствовал президент республики Рауль Хаджиба. Возникла, наверное, когда мы увидели первый фильм и вообще наслышаны были о Владиславе Ардзанба. Тут возникла идея создать, так скажем, показать его с другой стороны, не как со стороны политика, а со стороны человека, всей его человечности. Приблизительно, да, почти 1,5 года мы работали над картиной. Несколько командировок было и в Абхазию, и
в Татарстан. Ну, одним словом, достаточно мы поездили, так скажем, чтобы взять и интервью, и записать какие-то кадры для фильма. Я думаю, поставят нам оценку, удалось ли нам это сделать или нет. На мой взгляд, авторам и режиссеру удалось раскрыть Владислава с другой стороны и показать его некий жизненный путь. А перед презентацией фильма состоялась церемония передачи первого автомобиля Владислава Ардзенба Государственному музею боевой славы. Автомобиль, а это ГАЗ-24, был выкуплен и отреставрирован компанией «Амобайл». На день рождения принято дарить подарки. Для нас было очень важно подарить такой подарок, который имел бы ценность для всего народа Абхазии. Безусловно, стоит отметить, что самым сложным было отыскать этот автомобиль. За почти десятилетнее правление Владислав Григорьевич сменил не один автомобиль. И без ложной скромности скажем, что был задействован весь наш ресурс для того, чтобы найти именно первую машину первого президента. И как итог, сегодня мы и все мы вместе с вами можем прикоснуться к этой реликвии, потому что все, что связано с личностью первого президента, является исторической ценностью для всех жителей нашей страны, для каждого из нас в отдельности. Учащиеся средней школы села Цанбекуара Гулрипского района побывали в расположении воинской части ВВС Абхазии. Мероприятие организовано в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи. Ребята ознакомились с историей создания абхазской военной авиации. Молодые военные летчики показывали свое умение управлять боевыми вертолетами и самолетами, рассказали об их возможности в бою. Школьники с большим интересом слушали рассказы молодых офицеров, ведь большинство из них впервые увидели военные самолеты. Я считаю, что с целью военно-патриотического воспитания молодежи нам необходимо, чтобы наши дети любили армию, любили военные самолеты, вертолеты, вооружение, мужчины, тем более это особенно касается юношам. В рамках научно-практической конференции в Сухумской детской поликлинике прошел мастер-класс для педиатров и детских неврологов. Кроме того, врачи Российской национальной ассоциации экспертов по проблемам детского церебрального паралича и сопряженных заболеваний провели осмотр детей с нарушениями нервной системы. Репортаж Ренаты Шакая. С 9 утра в детской поликлинике стали собираться родители вместе с детьми. Ведь только сегодня маленькие пациенты могли попасть на прием к известному российскому специалисту по детской неврологии Татьяне Батышевой. Шикарно. Ну что ж, хорошо, работаем. В последние годы диагностические возможности детских медицинских учреждений мира значительно улучшились. Уже после первого месяца жизни ребенка невролог может определить точный характер и степень поражения центральной нервной системы, а также спрогнозировать дальнейшее лечение заболеваний. Вот только лечение – это дорогостоящее, поэтому далеко не все родители могут себе позволить выехать за пределы Абхазии. Вот почему возможность попасть на прием к экспертам в области педиатрии бесценна, говорят родители. У маленькой 6-летней Марии резидуальное поражение центральной нервной системы. У Маши проблема с речью, хоть она и посещает логопеда в детском реабилитационном центре, но консультация со специалистами ей необходима. Наши дети с проблемами, и выезжать нам тоже бывает трудно. Все равно вы сами понимаете, где и как это легче здесь, находясь на своей родине, и когда выезжать. Это очень удобно для нас. 10 500 детей сегодня живут в Сухуме. Из них на учете по инвалидности состоят 104 ребенка. Конечно, этими детьми нужно постоянно заниматься, чтобы их по возможности интегрировать в общество, в школу и в дальнейшую жизнь. Поэтому очень важно, что сегодня мы принимаем ведущих реабилитологов Российской Федерации. Медикаментозная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, а также элементы педагогической коррекции применяются в качестве основного лечения заболеваний нервной системы. Для этого в нашей стране просто необходимы специалисты. С целью их подготовки Минздравы двух стран и собираются сотрудничать в дальнейшем в рамках подписанного договора между министерствами. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. По итогам осмотра организаторы научно-практической конференции в интервью Абхазскому телевидению заявили о намерении продолжить совместную работу.
Наши коллеги осмотрели в детской поликлинике более 100 детей с серьезными заболеваниями нервной системы, где даны были рекомендации по их дальнейшему ведению. Вы знаете, приходила практически вся семья, и дяди, и тети, и бабушки, и дедушки. Это так хорошо, когда вся семья переживает о здоровье своего маленького члена. И детки были, конечно, очень хорошие, красивые, симпатичные, но было много тяжелых детишек. И мы некоторых отобрали для лечения и реабилитации в Москве. И что очень важно, что вот буквально как минимум 2 детям, я надеюсь, что мы их вернем в абсолютно здоровых. Сегодня к нам на прием привезли маленькую пациентку. Ей всего лишь 6 месяцев. И благодаря тому, что мы быстро поставили диагноз, уже сегодня мы сделаем анализ крови, который заберем в Москву, и в специализированной клинике договоримся о скорейшей госпитализации. И это спасет ребенку жизнь. И в дальнейшем я очень надеюсь на то, что нейропластичность мозга ребенка уникальна, и мы получим действительно хорошую, почти здоровую девчонку. Благодаря тому, что сегодня состоялась эта встреча. Правильно было бы повторить этот наш замечательный опыт и продолжить такое действительно конструктивное сотрудничество. Хочу отметить высокий уровень профессионализма наших абхазских коллег. Спасибо им огромное. Они прекрасно докладывали по поводу каждого малыша, знали блестяще всю историю. Поэтому я думаю, что это, конечно, прекрасный диалог. Это взаимное сотрудничество во имя наших детей. Вот эта вот акция, которая прошла вот эти 2 дня, это такой первый шаг в большой работе, которая будет проходить и далее. И этот шаг, он показывает, что можно вообще сделать у нас в республике, когда государство работает в партнерстве с некоммерческими компаниями. Эта конференция, она организована культурно-благотворительным фондом Ашана и Международным фондом АПСНы в партнерстве с Министерством здравоохранения России и Министерством здравоохранения Абхазии. И надо понимать, что те врачи, которые сегодня приехали, эти врачи совершенно безвозмездно в свой отпуск, они приехали сюда и совершенно безвозмездно принимали этих детей. И это их вклад в то большое дело, к которому мы все стремимся. На днях в Абхазию прибыли участники федерального проекта «Трезвая Россия». Автор проекта – член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев. Программа действует в России уже 4 года. В Сухуме участники проекта встретились со студентами АГУ и представили свою программу. В ходе обсуждения проекта студенты дискутировали на темы наркомании, алкоголизма и курения. Особое внимание было уделено проблеме вождения автомобиля в пьяном виде, одной из самых актуальных в нашей стране. Студенты поддержали представленный проект и с энтузиазмом взялись за создание видеоролика с учетом местных особенностей. По словам координатора федерального проекта «Трезвая Россия», в планах организовать программу «Трезвая Абхазия». Уже есть множество инициативных людей, готовых стать активистами. На сегодняшний день, помимо Российской Федерации, есть практика работы с коллегами из Белоруссии, с Киргизии. Сегодня это Абхазия, наша братская республика, считалось всегда, что мы всегда были рядом, вместе, и определенные проблемы, у нас одинаковые, их надо совместно решать. Цель, вообще является консолидировать все разумные силы. Это власти, общество, политические партии, духовенство в одну силу, которая будет именно работать грамотно, работать в этом направлении. Была встреча со студентами Абхазского государственного университета. Самое главное – это обратная связь, как они относятся к этой проблеме, безразлично или им все равно, или, я не знаю, в таком формате. Дети поддержали, студенты, я бы сказал, что это не дети, даже взрослые уже поколение, которые нормально, адекватно реагируют и видят, что это такое. Они отреагировали достаточно положительно. То есть, ребята поддержали единогласно. То есть, я думаю, что и появились и активисты уже, которые будут этим заниматься. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу днем местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 25-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.